поражения живой силы и техники 7 механизированных, мотопехотной, 2 пехотных, штурмовой, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад вооруженных сил Украины. Perang Rusia-Ukraina telah memasuki hari ke-969 pada Sabtu 19 Oktober 2024. Rusia masih menyerang tentara Ukraina dengan berbagai persenjataannya. Kementerian Pertahanan Rusia juga memamerkan rekaman rentetan serangannya yang menyasar militer Kiev. Presiden Rusia, Vladimir Putin mengecam komentar Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang menyatakan Kiev akan mencari senjata nuklir jika tidak dapat bergabung dengan NATO sebagai provokasi berbahaya. Selain itu, Rusia dan Ukraina melakukan pertukaran tawanan perang baru pada Jumat 18 Oktober 2024 kemarin. Masing-masing pihak membawa pulang 95 orang dalam sebuah perjanjian di mana Uni Emirat Arab bertindak sebagai mediator. Dalam perkembangan lain, Rusia dilaporkan telah mengembalikan jenazah 501 tentara ke Ukraina. 3 десантно-штурмовых бригад вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты, 5 бригад теробороны и 2 бригад Нацгвардии. На Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение подразделения мотопехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад вооруженных сил Украины, 2 бригад теробороны и бригады Нацгвардии. За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили свыше 2745 военнослужащих, 23 танка, из них 2 танка «Леопард» производства ФРГ, 69 боевых бронированных машин, в том числе боевая машина пехоты «Брэдли» производства США, боевая машина пехоты СВ-90 производства Швеции, бронетранспортер «Страйкер» производства США, 4 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 75 автомобилей и 29 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 5 полевых складов с боеприпасами. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Невская Луганской Народной Республики. Нанесли поражение формированием танковой, 5 механизированных бригад, штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, 3 бригад теробороны и 2 бригад Нацгвардии. Отражены 25 контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины. За неделю на данном направлении противник потерял до 3150 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, в том числе 4 бронетранспортера М113 производства США, 38 автомобилей и 21 орудие полевой артиллерии. Из них 5 самоходных артиллерийских установок и гаубиц иностранного производства. Кроме того, уничтожены 5 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 21 полевой склад с боеприпасами. В результате действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Максимильяновка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и техники 7 механизированных, мотопехотной, 2 пехотных, штурмовой, десантно-штурмовой, 2 аэромобильных бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад теробороны. Отражены 23 контратаки штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 5080 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 24 автомобиля и 22 орудия полевой артиллерии. Из них 11 были поставлены Вооруженным силам Украины странами НАТО. Уничтожены 4 станции радиоэлектронной борьбы и 14 полевых складов с боеприпасами. Подразделениями группировки войск «Центр» освобождены населенные пункты Михайловка и Красный Яр Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 7 механизированных, мотопехотной, 2 пехотных, десантно-штурмовой, воздушно-десантной бригад Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты, 2 бригад теробороны и 2 бригад Национальной гвардии. Отражены 59 контратак штурмовых групп противника. За неделю на данном направлении потери украинских формирований составили до 3350 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, из них 2 бронетранспортера ВАП производства Франции, 3 боевых бронированных машины «Хамви» производства США и 2 «Кирпи» турецкого производства. Уничтожены 27 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии. В результате действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Левадное Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и техники механизированной, мотопехотной бригад Вооруженных сил Украины, 4 бригад теробороны и бригады Нацгвардии. Отражены 7 контратак штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины. За неделю на данном направлении противник потерял
до 790 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США и 33 автомобиля. Уничтожены 3 самоходных артиллерийских установки «Цезарь» производства Франции и 3 «Краб» польского производства. Подразделение группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 3 механизированных пехотных бригад Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты и 3 бригад теробороны. Потери Вооруженных сил Украины на данном направлении составили до 380 военнослужащих, 40 автомобилей и 7 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 8 полевых складов с боеприпасами. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты 2 управляемые ракеты большой дальности «Нептун», 2 управляемые авиационные бомбы «Хаммер» производства Франции, 29 реактивных снарядов «Хаммер» производства США, а также 374 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 48 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 33 793 беспилотных летательных аппарата, 582 зенитных ракетных комплекса, 18 735 танков и других боевых бронированных машин, 1476 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16 363 орудия полевой артиллерии и миномета, 27 392 единицы специальной военной автомобильной техники. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.